Добрый вечер, дорогие друзья. Я сегодня в гостях в ауле Верхний Учкулан у моего двоюродного брата Магомеда Рамазановича Кечерукова. Вот он, наши отцы-братья. И мой еще один родственник-брат, он очень известная личность, Хайса Абдулович Кечеруков. Сначала я, наверное, начну, он тоже в гостях сегодня, ночует в Верхнем Учкулане. Он является признанным водителем, возит людей рейсовый, у него рейсы Карачаевск, Учкулан Верхний. Ну, люди довольны его уважительностью. Главное, что, чем я хочу похвалиться или поделиться, вот этот человек, чем знаменит? Он знаменит тем, что его мама, Джандет Ливолук, долгое время не знала, что ее сын любимый находится на службе в Афганистане, когда были там кровавые бои. Поэтому я сегодня хочу поговорить с ним. О нем писали в газетах много. У него есть награды, по телевизору показывали. Он является заслуженным, уважаемым жителем аула Кумыш. Родом он оттуда. Ну, рейс у него поздний, он приехал в 8 часов вечера. Я специально говорю, чтобы знали, что это рабочие люди. Он здесь переночует утром в 6 часов. Он повезет с Верхнего Учкулана в город Карачаевск пассажиров. Сколько километров до туда, Хайса? Отсюда 63. 63. Я еще поднимаюсь в Хурзук. Еще в Хурзук заезжаете? Да. Сейчас я в Хурзук заехал, приехал сюда. Вот А когда утром с Учкулана начну на Хурзук, потом с Хурзука уже в Карачаевск. Общий, весь рейс это 63 километра 63 километра. по горам, вот такая трудная дорога. В один конец выходит. В один конец. Два конца, 126 километров. Ой, спасибо. У тебя большой стаж, вот такой вот рейсовый, когда ты водишь людей, возишь? Лет 15, наверное. 15. Да, до этого водитель. Я с 80-го года водитель. В армии служил, тоже водителем был. Вот расскажи, пожалуйста, тебя в армию взяли, это сколько тебе, это 18 лет? 18 лет. И ты не знал, что в Афганистан, или знал? Нет, я Не в знал. Каменск-Шахтинске карантин прошел. Это был 10 октября и 17 декабря. Карантин у нас кончился и отправили нас с Ростова в Ашхабад. С Ашхабада уже с пересадкой в Кандагар попали. Кандагар сам? Да. Это известный город. И не знал еще, что в Кандагаре идет война, и вы туда попали. Ничего не знал. Ну, в карантин, когда пришли, там уже сказали, что в Афган попадете. Уже знали здесь, в Ростове. Но ты маме ничего не говорил. Не, я писал письма, привет с Германии. Когда я приехал домой... Привет с Германии писал, да? Привет с Германии 2 года я писал. И соседи у меня хорошие. Никто не говорил, что я в Афгане. Матери. Не выдали. Когда я приехал с наградами, вот тогда она в обморок упала, поняла, что я с Афганистана. Ужас. Ну, Все были... письма привет с Германии у меня были. Привет с Германии. Расскажи, пожалуйста, вот ты там сколько, 2 года прослужил? 2 года и неделя. 23 декабря я оттуда вышел. Скажи, пожалуйста, в боях участвовал? Да. С кем вы воевали, я не пойму. С пуштунами? С кем? Да, все были там. Я и карачаевца встретил там, только он не знал карачаевского языка. А кто это? Я не знаю, я говорю, карачаевец, но он уже... У него отец, наверное, знал карачаевский язык, а он уже не знал. Там живет? Там жили, когда в 17 году, наверное, убежали. В Афганистане Да, карачаевцы встретил? карачаевец. Нация у него карачаевец, только он не знал языка. Интересно. А вот культура Афганистана тебя интересовала? Вот что интересного в памяти осталось? Нету культуры. Это другие совсем не наши, да? Да. Не похожие на нас. У них же век такой, 13 век, по-моему, у них там. Когда мы были уже, 14 век, там
Ну, вспомни, пожалуйста, хоть одну схватку такую жаркую, где вы воевали, что было. Вот одну какую-нибудь бой один. Расскажи, пожалуйста. В этот ездили. Кишкиноход ездили. Куда? Кишкиноход был там. Кишкиноход? Да. А что село. это такое кишкиноход? Село. А, ага. Село Кишкиноход. И? Ну вот там бои шли, я как раз танковые снаряды вез туда. Я же танкистом снаряды вез постоянно. У меня снаряды или солярки, или снаряды возил. И там у нас один человек пропал. А, как пропал? Ну вот так и пропал. И до сих пор? Потом неделю его искали, не нашли, ушли. Ровно через год опять мы туда пошли, в рейд. Там и рейд назывались эти. Рейды называли. И он оттуда вышел. Он в плену был. Он оттуда вышел, и самолет он со мной вместе летел. Через год. Где-то спрятался, да, чтобы не Не, воевать? он у них в плену был. А, в плену был. Вон Кусты открыл, говорит, головой ударили, говорит, что-то ударил, говорит, голову, и забрали его. У него же подземные ходы там. Подземные ходы? Подземные ходы. В Афганистане, да? Много подземных ходов, да. А народ трудолюбивый, чем они занимаются? Вот хозяйство у них какое? Скотоводство, полеводство, садоводство? Барашки есть, скотина есть у них. А так бедно живут у них. Бедно живут, да? Ислам исповедуют. Да, ну, намаз делают все. Ты был ранен? Да, я контужен. Контуженным был. На мине подорвался. На мине. У тебя много медалей, орденов. Расскажи, пожалуйста. Ну, оттуда один, а здесь дали сколько? 8. Как сейчас называешься ты? Вот, ну, кто вот служил в то время там? Как вас называли? Ветеран Афганистана. Вот, ветераны Афганистана. За это платят вам? Нет? Льготы отменили. Отменили льготы? Были льготы, да? Льготы были, вот, когда Горбачев, этот Андропов был, льготы сделал, 50% платили, нормально было. Потом раз и отменили. Льготы отменены. Да ты что? Льгот Я нет. не знала. Ну а как ты считаешь, сейчас, вот столько лет прошло, оглядываясь назад, нужна была эта война? Не знаю, мне она вообще не нужна была. Просто по приказу шли, приказ выполнили. А погибших ты видел? Были погибшие. Много даже. Говорят, в цинковых гробах увозили и не Да, открывали да. даже. Вот Сибирды, с Каменноноста Жиир Темрезов, он возил сюда этого, как его, Нагайца. Умер. Нагаец умер, Черкес умер тогда, десантники. Он Не умер, а погибли, да, там? Да, сопровождал он их там с Афганистана, приезжал сюда. Да. Ну, войны никакие не нужны. Да. Нигде, какой бы народ ни был, плохо живут, хорошо живут. Как они живут, пусть и живут себе. К примеру говорю, зачем я вот в моем понятии, женском понятии, в понятии матери, такое вот не нужно где-то наводить порядок. Наведи порядок у себя дома. Мало ли что у нас вот творится в нашей родине. Нет, надо там воевать. Сколько ребят погибло. Генофонд российский оскудел. Сколько ребят. Ужас тихий. Сколько матерей плакали. Никогда не забуду. Сидела, телевизор смотрела, и одна женщина писала министру. Это лет сколько? Когда эта война была? Год не помнишь? Скажи, пожалуйста. В 79-м начался, в 89-м закончился. 10 лет война шла. 10 лет. 10 лет? И вот она пишет... Вывод же, 89-й год. В 89-м. Вот видишь, для меня это тоже сенсация. Я что-то и не задумывалась. 10 лет. В 89-м зашли. И женщина плачет, пишет министру и показывает по телевизору. Скажите, ну где он? Ни живой, ни мертвый. Где мой сын? Верните мне сына. А ее не принимают. Она плачет, кричит. И в тот день у меня на сердце появился новый шрамик
от сопереживания этой женщине. И как мать я говорю, долой войны. Ни одна нация, ни одно государство не лучше другого. Как в поле цветы разные, маленькие, большие, красные, белые, я не знаю, желтенькие, разного запаха цветы. Так и люди, так и народы, так и государства должны жить, как они живут. Вот. Спасибо тебе, что ты выжил, что ты мой брат, что ты, тебе уже сколько лет, но ты работаешь, не сидишь на лавочке, не пьянствуешь, как могут некоторые это. Ты вообще молодец. Вся ваша семья работящая. Я уважаю вас. Спасибо тебе, мой дорогой. А вот мой брат Магомед. Расскажи, Магомед, где ты работал? Много лет тоже, столько... Да, подожди, еще я до Магомеда хочу. Сколько у тебя детей и внуков? У меня 5 детей, 9 внуков. Машаллах. Слышите, люди? Я ж хотела, чтобы все мои братья по 2, по 3 раза женились, если снохи не рожают детей, кроме одного. Оказывается, все эту сноху оставляю. Спасибо вам. Магомед, расскажи, мой дорогой братик мой, у нас даже улыбки и губы одинаковые. Ну-ка покажи всем. Все говорят, у Магомеда и у Байдумат одинаковые улыбки, красивые. Правда или нет? Вот гляжу на тебя. Правда, оказывается. Магомед, у тебя сколько детей, чтобы все знали? Сам скажи. 6 детей. У тебя 6 детей. 2 сына. 2 сына, 4 дочки. 4 дочери. А внуков сколько? Внуков Считай. 14. Ту, машаллах. Все, ваших снох, я этих снох, оставляю. А то хотела еще вторых взять, чтобы побольше детей было. Спасибо вам. Удачи. Вы вырастили прекрасных детей. Не убийцы, не воры. Работают такие же, как и вы, трудяги. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимался, брат? Где ты работал? Я жила в Киргизии. За фермой работала. За фермой? Да. Здесь, в Учкулане? В Чкулане, да. В совхозе. За фермой. 25 лет. 25 лет. Ферма какая? Это крупнорогатый скот? Крупный рогатый скот, да. Интересно. Было интересно тогда работать. Аул был другой, живой, да? Много людей было. Да. 10 напарники со мной работали. 10 в смысле, как напарники? Ну, доярки. Доярки Да, на ферме, да? да, на ферме. Ну, а куда это делись коровы чкуланские? Да, чкуланские. Фермы куда делись? Черт его знает, да. Раздавали. Поздавали, да? Да. Развалился. А как колхоз назывался Учкулан раньше? Осман Касаев. Колхоз Усмана Касаева. А Осман Касаев – это герой Советского Союза во время войны, герой Белоруссии, известный человек. Ясно. А сейчас что у нас есть? Вот в Учкулане, чтобы люди работали, есть какие-нибудь предприятия? Сейчас нету. Нету ничего. Нигде. Раньше была фабрика, да? Да, фабрика. Швейная или какая она, шерстяная? Швейная, ковровая фабрика. А сейчас все это, ничего нет такого, да? Все закрыли. Все закрыли. А как же быть, как жить? Газа нет в Учкулане Верхнем, и в Нижнем, и в Хурзуке, и в Карджурте. Трудно жить, но живем преданные родине. Учкулан это считается основным центром карачаевцев, родиной карачаевцев. Этот аул находится на подступах к Махару, к известному курортному месту, заповедному. Сейчас дорога вроде обновляться начала. Начали обновлять дорогу. Говорят, и газ проведут, и жизнь потечет. Наверное, люди будут возвращаться
которые побросали свои дома, аул и уехали в города, наверное, когда будет газ, дороги хорошие, когда появятся работы, люди будут возвращаться. А как, на что живем, Магомед, вот в ауле? Да коровы держим, барашки, Коровы, барашки держим, ясно. огород, Огород, сад, капусту сажаем. трудяги, морковь, своим трудом, морковь, да. своим трудом, да. Ну, это тоже хорошо, это тоже хорошо. Спасибо вам. Ну, ребята, я горжусь моими родственниками Кичеруковыми. Давайте теперь копнем наших пра-пра-пра родственников. Хейса, расскажи про нашего героя Карамусу, на весь мир известного, на весь мир, я имею в виду Карачаевский мир. Вот он исторический герой. Да. Расскажи, что ты о нем знаешь? Ну, как мне дядя говорил, объяснял, какой он человек был. То, что он сказал, я могу сказать, а я сам его маленький не знал. Мгм. 15 лет он с Кабардино-Балкарии же приезжали нам, Ну, было время но насилия такого, жестокости. жестокости. И он не выдержал несправедливость, И остановил этот несправедливость. убив, Да, убежал. убежал. Потом его посадили в тюрьму. Нашли. Нашли, 15 лет посадили. Ему было 15 лет Да, и посадили. 15 посадили. 15 лет он в тюрьме, как объясняли старики, решетки. Он такой сильный был. Решетки поломал, убежал с тюрьмы. Решетки Да, железные. железные решетки поломал, он убежал. Реку Волгу он проплыл. Проплыл, приехал сюда. Назад вернулся. Назад вернулся. И с потом тюрьмы. что? А потом у него и дочка, да, была. Сын, тоже, дочка. да. Он женился. Потом его оправдали как-то. Это я уже точно А не вот могу сказать. про силача. Вот он же участвовал Да. в схватках, вот Схватках. дружеских таких, да? И Да. он всегда побеждал. Побеждал. Расскажи вот про это, что знаешь? Ну, сильный. Как он сильного человека не было тогда. Надо ж. А его сестра Сарайамма, ну-ка расскажите. Каракыз. Сарайамма, Каракыз, ну ее Да. Сарайамма тоже называли. Расскажи, пожалуйста, что ты о ней знаешь? Ну, они мало знают, но она тоже очень сильная. Сильная была женщина. Да. На коня, как она садилась, На коня переодевалась. садился, он камень кидал. Она Камень камень, кидала. да. Мужики не могли столько так кидать. Так как далеко, она. да, кидать, как она. Она возвращала людям, ну-ка, вот расскажи, что ты знаешь. Не знаешь? Ну, это сарай. Ну, у Каракыза был сын, этот, Кошкар. У него камень до сих пор в Красном Октябре никто не может поднять. Он тоже Сильный был, сильный да, был, Кошкар? да, сын. Кошкар его звали. Фамилия как было его? Абайханов, по-моему. Кошкар. Я даже точно не знаю. Ну, это Возле клуба у них там этот камень был. Сейчас я не знаю, стоит он, не стоит там. Много кто пытался его поднимать. Не могли поднимать, а он с одной рукой его бросал. это что за силач, великан такой, Это а? его сын был, араб. Ее, да? Да. Ну, говорят, она переодевалась Да. в мужские доспехи, и когда в Абхазию угоняли скот, Да. воры или как их называют, угонщики, она нагоняла их, Да. и, говорят, перестреляет их, и скот Он возвращала. забирал обратно, у них скот забирал, приезжал. Забирала и Она приезжала. забирала, Да. Вот такая сильная была. А про черную лису не помните? Не, А про черную лису рассказываю, как она поспорили ребята, она тоже в мужской одежде, ну и поспорили, что ее представили как будто гость, ну, так шутя, она шутница еще была. И говорят, собрались ребята, говорят, ну вот кто ночью на могилке пойдет, 12 часов поздно ночью, и там какой-нибудь примету оставит, ну, вот,
не побоясь. Ну, разошлись. Второй день встречаются эти ребята сговорчики и говорят: да я не смог, другой, да я вот туда уехал, мне некогда, еще кто-то. А она говорит: я был там, что-то, говорит, пробегало там, я выстрелил из лука, что-то пискнуло, не знаю, вот там-то, там-то. Я вернулся домой, говорит, у кого гощу. Ребята говорят: да брось ты же не местный, не ходил ты туда. Выдумщик на него, говорят, на нее. Но она: не знаю, идите посмотрите, говорит. Ну, ребята пошли, посмотрели, и в том месте видят черная лиса, в глаз попала через глаза стрела, и мертвая лежит, черная лиса. Это ее стрела была. Вот такая метка ночью, плюс еще меткая, сильная, меткая. Говорят, она была приземистого роста и широкоплечья. Очень сильные руки были у нее. На коне ездила очень, ну, очень, говорят, как настоящая. Еще рассказывает, я это где-то уже тоже говорила, поехала она или в Кабардино-Балкарию, или куда-то на схватки, на борьбу. Вспомнил, да? Сидят, кушают, их угощают, а рядом с ней сидел, с кем она должна была бороться, опять в мужской одежде, ну, я не знаю, кто там, балкарец или кабардинец сидел. Вместе кушали, потом говорит: ну, алхамдулилля, кончили кушать. Она начала вставать, взяла рукой, облокотилась об бедро этого, с кем она должна была бороться, и стала приставать, и бац, бедренную кость сломала. И сразу победительницей стала. Такая сильная была, ну надо же. Ну, она сильная физически, вы тоже у меня сильные, вы у меня, я не знаю, правильные, вы у меня добрые, честные. Дай Бог вам здоровья и счастья. Спасибо. Вы сильные духом. Всем большой привет. И желаю вам такого же счастья семейного, как у моих братьев.